Добрый вечер, дорогие участники, руководители, эксперты и гости 28-й Республиканской научной конференции конкурса исследователей имени академика Владимира Петровича Ларионова и Никиге Харды. На протяжении нескольких месяцев вся научная и школьная общественность республики жила и творила в контенте программы Никиге Харды. Сегодня традиционно отмечаем годовой итог работы юных исследователей республики, обсуждаем результаты и планы исследовательской деятельности школьников, награждаем и отмечаем победителей и призеров конференции. Слово для поздравления предоставляется руководителю Департамента государственной политики в сфере общеобразования, воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Семену Викторовичу Иванову. Добрый вечер, уважаемые участники, уважаемые эксперты, руководители. Нету? Не знаю. Уже, вот как сказали, 28-й раз проводится конференция. 1500 детей стали финалистами. Уже подвели итоги своей работы. Кто-то работает не первый год. Кто-то начал совсем недавно, кто-то поймал золотую жилу, очень модную, хорошую тему, кто-то работает над своей темой уже несколько лет. Но факт того, что вы все здесь, факт того, что вас услышали академики, профессора, руководители, ученые, учителя, это уже ваша победа. Поэтому, ребята, то, что вы здесь, это уже ваша большая победа. Поэтому вам всем от нашего министерства, от Югуны Афанасьевны, поздравления с вашей личной победой. А сейчас некоторые самые лучшие получат дипломы, грамоты. Поздравления им. Конечно же, это большой стимул пойти вперед еще раз, услышать назад, посмотреть назад замечания и пойти вперед. А тем, кому еще чуть-чуть не повезло, мы ждем вас в следующем году. Будет 29-й, будет 30-я конференция юбилейная. И каждый раз вы видите размах, каждый раз вы видите, лучше становится и организация, и наша с вами победа этим умножается. Поэтому не буду многословным. Всем вам от имени министерства, всем участникам, организаторам, экспертам слова благодарности и поздравления с подведением итогов конференции «Шаг в будущее». Успехов нашим участникам всероссийской конференции. Спасибо. Из года в год работы юных исследователей оценивают и отмечают социально значимые и общественные организации республики в конкурсе «Общественный выбор». В данном конкурсе свой выбор сделали Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия, Технопарк Якутия, Публичное акционерное общество Якутск-Энерго, Акционерное общество «Алмазы Анабара», Общественный совет при Министерстве образования и науки Республики Саха-Якутия, Корпорация развития Республики Саха-Якутия, Центр «Мой бизнес», Корпорация развития Якутии, Фонд развития инноваций Республики Саха-Якутия, Клуб «Учитель года», Союз архитекторов Якутии, Совет молодых ученых Республики, Республиканское отделение Русского географического общества, а также Совет молодых ученых и специалистов Академии наук Республики Саха-Якутия. Для вручения специального приза в конкурсе «Общественный выбор» приглашается директор по коммуникациям Фонда развития инноваций Республики Саха-Якутия Петр Гоголев. Всем добрый вечер. Я надеюсь, сейчас все будет нормально с микрофоном, ничего не сломается. Что ж, это 28 раз получается уже, 28 шаг в будущее. То есть получается уже 28 раз мы уже шагаем.
Но я думаю, уже на раз 20 мы уже оказались в этом будущем. И все участники, все ребята, все победители это доказывают. Они уже находятся давно в будущем. Теперь я хотел бы огласить победителей, которых мы выбрали. Во-первых, это обучающий симулятор действий при возникновении пожара Данилов Кирилл Васильевич. А также создание компьютерной игры на тему лампо Местников Василий Васильевич. Ребята, если вы здесь, можете подойти на сцену, приглашаю вас, чтобы я мог начать вам предложить. Ага, если вас здесь нету, то вы сможете подойти позже сюда, справа на стойку и получить ваши призы. Спасибо всем. А мы попросим Петра еще раз выйти на сцену и поаплодировать нашему победителю общественного выбора. Это Василий Местников. Его работа создания компьютерных игр на тему Оланхор. А также Данилов Кирилл. Работа, обучающий симулятор действий при возникновении пожара. Получает специальный приз от Фонда развития инноваций Республики. Спасибо. Для вручения специального приза в конкурсе «Общественный выбор» на сцену приглашается главный инженер акционерного общества «Алмаза Анабара» Виктор Эдуардович Шамаев. Добрый день, уважаемые участники, уважаемые организаторы конференции «Шаг в будущее», Кехарды. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступившим годом. Желаю большой запас здоровья, моральных сил, больше новых открытий. Удачи всем. Спасибо. Специальный приз вручается Тарасову Георгию, обучающемуся 8 класса Бердикстявской средней школы имени Осипова с проектом «Исследование образования гидратов в горном улусе». Просим представителей не уходить и оставаться на фотографировании. Спасибо большое. Для вручения специального приза от публичного акционерного общества «Якутск-Энерго» приглашается главный эксперт отдела инновационного и перспективного развития управления по технологическому присоединению и перспективному развитию публичного акционерного общества «Якутск-Энерго» Болтовский Евгений Сергеевич. Экспертов Республиканской научной конференции с завершением. Особые слова обращаю в адрес призеров и победителей. Научная конференция высвечивает многие личностные и профессиональные качества тех, кто рискнул принять в ней участие. Целеустремленность, собранность, умение преодолевать и, наконец, талантливость. От имени ПАО «Якутск-Энерго», выступающим партнером конференции, хотелось бы отметить дипломами и ценными призами работы участников. Антонова Артура, участника 9 класса, представляющего Табагинскую СОЖ с проектом «Прототип электропривода на велоколесо» с подсекцией «Научно-техническая выставка». Национальную политехническую СОЖ номер 2 с проектом исследования уровня электромагнитного излучения от электрических приборов. Подсекция научные физические науки и астрономии.
участниками затронуты наиболее актуальные вопросы и показан высокий уровень проработки проекта в целом. Благодарю за участие, желаю дальнейших успехов. Спасибо большое. Для вручения специального приза приглашается председатель Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Саха-Якутия Прокопий Дмитриевич Батюшкин. Еще раз позвольте поздравить всех участников, экспертов, руководителей с окончанием очередной научно-практической конференции имени Харды «Шаг в будущее». В прошлом году мы оценивали одну секцию и вручили 2 спецприза. В этом году мы решили оценить, рассмотреть сразу 4 секции и подарить участникам 4 диплома и 4 спецприза. И позвольте, поздравить наших номинантов. Специальные призы от Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Саха-Якутия вручаются Алгачанковой Эльвире Васильевне, обучающейся 8 класса Сибянкёльской национальной электрической средней школы с работой роль погодных условий и производственной практики оленеводов в жизни населения села Сибянкёль Кобельского района. А также Томской Анастасии Вячеславовне, обучающейся 8 класса Батагайской школы Верхоянского улуса с работой истории Янлага. Специальный приз вручается Романовой Анне Александровне, обучающейся 9 класса городской классической гимназии города Якутска с работой «Развивающаяся карта Республики Саха-Якутия». И Степанову Альберту Артуровичу, обучающемуся 5 класса Амгинского лицея имени Киринского с работой «Олонкова Гевы Кадырю». И также я хотел передать слово члену Общественного совета, научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Шадрину Вячеславу Ивановичу. Я представляю Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, и мы решили тоже в этом году отметить наших ребят, которые выступали в секции североведения. И вот благодарственное письмо Ассоциации коренных малочисленных народов Севера вручается Филипповой Топталане, ученице Казачинской средней школы Устьянского района, за доклад определения витаминов традиционной пищи коренных малочисленных народов Севера Якутии. Филиппова Топталана. Такое же благодарственное письмо вручается Стручковой Николине, ученице Табалакской средней школы Верхоянского улуса, за доклад изучения венского языка через создание настольных игр. Благодарственное письмо вручается Степановой Ганне, ученице Хатыстырской средней школы Алтанского района, за доклад «Анализ методов сохранения венкийского языка в условиях лингвистической ассимиляции». Благодарственное письмо вручается Иванову Игорю, ученику Хатыстырской средней школы Алданского района, за доклад «Особенности изготовления ездовых нарт эвенков Южной Якутии». И благодарственное письмо
письмо вручается Алаганчаковой Лалине, ученице Себенкёльской национальной военской средней школы имени Платона Ламутского Кобяйского района за доклад «История страны в судьбе моей семьи». И благодарственное письмо вручается Долбоновой Уйбулане, ученице Соскалатской средней школы Анабарского района за доклад «Влияние глобального потепления на температурный режим села Соскалат Анабарского улуса». Да, все, вот, кто у нас отмечен, можете подойти или к организаторам, или в Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера. Спасибо большое. Ну а далее для вручения специального приза приглашается ведущий специалист Департамента развития креативной экономики акционерного общества Корпорация развития Якутии Новикова Лена Владимировна. Добрый день. Разрешите от имени Корпорации развития Якутии поздравить всех с этим праздником знаний и вручить наш специальный приз Трофимовой Диане Александровне. Хочу отметить, что в этом году наша секция информационной технологии в сфере креативных индустрий была введена в первый раз. Поздравляю, Диана, успехов в настоящем и в будущем. Для вручения специального приза приглашается Жирков Николай Николаевич, заместитель директора по инновациям Государственного автономного учреждения «Технопарк Якутия». Всем добрый вечер. Здравствуйте еще раз. Позвольте еще раз поздравить вас с наступившим Новым годом от имени Технопарка и, конечно же, сперва поблагодарить и выразить свое почтение всем организаторам, всем педагогам, учителям, родителям за такой титанический труд. И сейчас мы находимся на подведении итогов и узнаем результаты всех лауреатов чуть попозже. А за эти 2 дня наша группа экспертов хочет отметить, конечно, всех участников по нашей секции, да, но особо хотели бы выделить 2 замечательных ребят, которые показали отличные результаты, и объявить имена обладателей нашего специального приза и благодарности. Любовь, позволишь озвучить? Итак, Луковцев Эрхан, ученик 11 класса, Жиганская средняя школа. Выходи, пожалуйста, на сцену. Продолжай творить новых идей, креативных и безумных. И следующего замечательного участника нашего мероприятия, конечно же, это ученик 5 класса АИК, да? Попов Артем. Я надеюсь, ты в зале. Есть. Подходит, да? А все, давайте вот. Я специально вас попрошу бурными аплодисментами наградим и поздравим нашего замечательного Артема. Держи. И скромный спецприз. Давайте сделаем лучше. Запомните, ребята, это наше будущее. Всем спасибо. Спасибо большое. Для вручения специального приза приглашается заместитель генерального директора Центра «Мой бизнес» Ефимова Евдокия Германовна. Всем добрый день. Позвольте вас поздравить с завершением замечательной конференции, которая является путеводителем талантливой молодежи в мир науки. Со стороны Центра «Мой бизнес» мы постарались выбрать такой проект, который был бы успешен, перспективный именно в сфере предпринимательства, в особенности местного производства. Так что ведущий, наверное, озвучит, да? Специальный приз вручается Степановой Сандаре Владимировне, обучающейся 9 класса Пердигистявской улусной гимназии имени Филиппова с проектом «Якутяночка. Натуральная уходовая косметика из органических веществ».
специальных призов приглашаются Сафрониев Святослав Андреевич, председатель Республиканской общественной организации «Клуб Учитель года Республики Саха-Якутия», а также Спиридонов Максим Мартович, председатель Республиканской общественной организации «Ассоциация молодых педагогов Республики». Добрый день, дорогие участники и организаторы. Мы, профессиональные сообщества, очень рады, что имеем возможность участвовать в таких мероприятиях. Почему? Потому что педагогика и методика педагогики, вообще образование, оно всегда есть, было и будет, мне кажется, на первом месте. И мы своей экспертной группой отработали в двух этих подсекциях, и хотелось бы сейчас объявить результат. Специальный приз вручается Кутугутову Байдаму, обучающемуся 5 класса Сахаполитехнического лицея с проектом «Настольная игра Байнайтав Болчур». Специальный приз вручается Посельскому Айсену, обучающемуся 6 класса Деринской средней общеобразовательной школы Чурапчинского улуса с проектом «Привитие народных промысловых ценностей и совершенствование связной речи через электронное пособие и настольную игру», основанных на работах народного художника Чикачева. А также Слепцовой Айнуре, обучающейся 11 класса Мархинской школы номер 1 города Якутск с работой «Изучение истории России через авторскую настольную игру». От имени Ассоциации молодых педагогов Республики Саха-Якутии хотим сказать большое спасибо тем ребятам, которые участвовали в нашей конференции Иникия Харды, а также руководители. Большое вам спасибо. И также хотим вручить такой специальный приз. Специальным призом награждается Пермякова Оксана, обучающаяся 9 класса Лигойской средней школы с углубленным изучением отдельных предметов с проектом «Тематические понятийный словарь в картинах и в виде с QR-кодом». Спасибо большое. Ну а далее для вручения специальных призов приглашается Филиппова Варвара Васильевна, кандидат филологических наук, председатель Совета молодых ученых и специалистов, руководитель отдела энциклопедистики Академии наук Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, уважаемые научные руководители в первую очередь, учащиеся, участники, победители, лауреаты Республиканской конференции «Шаг в будущее». Аплодисменты! И эти аплодисменты я бы хотела посвятить нашим организаторам Малой академии наук в лице Василия Климовича Павлова и Александры Васильевны Яковлевны. Еще раз бурные аплодисменты. В этом году Совет молодых ученых Академии наук Республики Саха-Якутия участвовал впервые. И мы надеемся, что и в следующем году будем принимать активное участие как общественные эксперты. Мы анализировали работы двух секций по зоологии и общественным наукам. И хотим сегодня вручить 4 приза. Пожалуйста. Специальным призом награждаются Кононова Сандара Аянкыга, обучающийся 8 класса Чурапчинской средней общеобразовательной школы имени Новгородова с работой «Фауна-стрекоз» в Чурапчинском улусе. Специальным призом также награждается Слюсарь Анжелика, обучающаяся 7 класса Сунтарской средней школы номер 1 с работой развития Махоона от яйца до бабочки.
Специальным призом награждается Иванова Анастасия, ученица 10 класса Маганской средней школы с работой «Проблема освещения улиц в селе Маган». И Неустроеву Герману, ученику 8 класса Момской средней школы с работой «Перспективы развития демографической ситуации Момского района». Ну а мы попросим, если Германа нет, представителей Момского района получить данный приз. Уважаемые участники, дорогие гости, просим всех внимания. Приз для абсолютного победителя очного голосования конкурса «Общественный выбор» вручает заместитель начальника управления целевых программ некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия» Сергей Сергеевич Протопопов. Добрый день, уважаемые участники, организаторы, гости. Разрешите от имени Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия поздравить вас действительно с этим событием, с успешным проведением и завершением Республиканской научной конференции «Шаг будущего». Мы хотим вам пожелать всем участникам дальнейшего развития, успехов в учебе, в работе. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте осваивать научно-исследовательскую проектную деятельность. Я уверен, эти знания, опыт, который вы получаете, участвуя в таких мероприятиях, обязательно вам пригодятся в будущем. Шагайте в будущее смело и уверенно, и тогда у вас все получится. Спасибо. Специальный приз абсолютного победителя от Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия вручается Агаранян Надежде, ученице 8 класса средней общеобразовательной школы номер 1 городского округа Джатай с проектом «Тайный язык украшений». Давайте еще раз бурными аплодисментами поздравим нашего абсолютного победителя специального приза. Отдельные призы для лидеров онлайн-голосования конкурса «Общественный выбор» учреждены Советом молодых ученых Республики Саха-Якутия. А мы на сцену приглашаем для вручения призов председателя Совета молодых ученых Республики Саха-Якутия Ивана Ивановича Христофорова. Добрый день, уважаемые коллеги и дорогие школьники. В первую очередь я хотел бы поблагодарить тех, кто остается в тени. Это научных руководителей, учителей, которые занимаются в отдаленных районах, во всех уголках нашей большой республики со школьниками, а также научных консультантов, которые помогают более углубленно изучать проектную и исследовательскую деятельность. Второе, конечно, я хотел бы отметить, не могу не сказать это, что «Шаг в будущее» — это крупное событие в науке, которое позволяет детям не только делать первые шаги в научно-исследовательской деятельности, но в том числе является мощным профориентационным мероприятием. И наши школьники, талантливые дети, которые занимаются научной исследовательской деятельностью, мы вас ждем в науке, потому что я желаю вам правильно выбрать свою профессию, выбрать вуз, отучиться, получить специальность и обязательно прийти в науку. Потому что Совет молодых ученых — это 1100 молодых исследователей, которые являются не только экспертами, председателями секциями в этой «Шаг будущее», но и являются научными консультантами. И в будущем вы сможете заниматься любимым делом, наукой и в том числе помогать будущему поколению совершать первые шаги в науке. Спасибо. Мы выбрали 3 места, они не сильно отстают, то есть по голосам, буквально на 100, на 80 голосов, но тем не менее 3 первых места сейчас озвучат организаторы. Лидерам онлайн-голосования вручаются призы. Кургаеву Владиславу, ученику 10 класса средней школы номер 7 города Якутска с проектом 3D-печать моделей на заказ. У Владислава 1201 голос.
Награждается Дьяконов Николай, ученик 9 класса Лигойской средней школы с углубленным изучением отдельных предметов с проектом «Чехол для смартфонов из самого зимостойкого материала». У Николая 1142 голоса. А также Бочкарева Айлания, ученица 10 класса Сахскырыской средней общеобразовательной школы Ивено-Бетантайского улуса с проектом «Эффективность грантовой поддержки на примере крестьянско-фермерского хозяйства Арктики». У Айланы 1054 голоса. На сцену приглашается лауреат республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии» Максимова Владлена с композицией «Петренко вальс». Неотъемлемой частью конференции является награждение именными стипендиями академиков нашей республики. Так и в этом году наши партнеры, первые организаторы конференции «Шаг в будущее», Национальный фонд возрождения Баргары Республики Саха-Якутия, традиционно присуждают данную стипендию. Разрешите предоставить слово депутату Государственного собрания Ил-Тумен, директору Национального фонда возрождения Республики Саха-Якутия Баргары Постникову Афанасию Васильевичу. Уважаемые учителя, уважаемые организаторы, уважаемые дети, ученики, будущее нашей республики. Я хочу перед тем, как вручить именно стипендии наших академиков, хочу выразить большую благодарность всем организаторам, всем научным руководителям, учителям за ваши идеи, за ваши новые
вливание в нашу научную деятельность. И, конечно же, хочу пожелать вам в будущем еще новых идей и, самое главное, новые направления и развитие в личностном смысле. Разрешите еще раз вас поздравить, всех победителей, и давайте вручим наши именные стипендии. Именная стипендия первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева присуждается Бестиновой Марине, ученице 11 класса средней школы номер 17 города Якутск. Тема научной работы «Особенности составления экономика математических моделей при расчете эффективности использования земель». Именная стипендия академика Российской академии наук Владимира Петровича Ларионова присуждается Новгородову Владиславу, ученику 11 класса Намской улусной гимназии имени Охлопкова. Тема научной работы «Применение местного сырья для изготовления блоков строительным 3D принтером». Именная стипендия академика Российской академии наук Гермогена Филипповича Крымского присуждается Парникову Гаврилу, ученику 11 класса Национальной политехнической средней общеобразовательной школы номер 2 города Якутск. Тема научной работы «Расчет траектории спутника». Именная стипендия члена-корреспондента Российской академии наук Никиты Гавриловича Соломонова присуждается Колесовой Олесе, ученице 9 класса Батагайской средней общеобразовательной школы Верхоянского района. Тема научной работы «Мониторинг послепожарной динамики кедрово-планников города Кылыяр-Чогур Яно-Алдыческого междуречья». Именная стипендия члена-корреспондента Ассоциации художников Российской Федерации Афанасия Петровича Мунхалова присуждается Строевой Анастасии, ученице 10 класса Покровской средней школы номер 4. С темой работы «Комплект этноукрашений в стиле Бохо, река Лена». Именная стипендия академика Российской академии образования Евгении Исаевны Михайловой присуждается Давыдовой Сардане, ученице 9 класса Ангинского лицея имени Киринского. Тема научной работы «Гражданской серии Остол Онютугар». Именная стипендия академика Академии наук Республики Саха-Якутия Дмитрия Дмитриевича Савинова присуждается Федорову Анатолию, ученику 11 класса Намской средней школы номер 2. Тема научной работы «Мониторинг окружающей среды с использованием спектральных методов и биофизических параметров флуоресценции хлорофилла». Мы попросим представителей Намского района получить данный приз. Именная стипендия академика Академии наук Республики Саха-Якутия Анатолия Николаевича Алексеева присуждается Протопопову Петру, ученику 9 класса Акаемовской основной школе имени Пухова, Усялданский улус. Тема научной работы «Якутяна. Военнопленные ВОВ». Именная стипендия академика Академии наук Республики Саха-Якутия Петра Алексеевича Слепцова присуждается Марковой Лие, ученице 10 класса Этыкпельской средней школы имени анимпадиста Сафронова. Тема научной работы «Алампахолон Норгор Бейет Онна поэзия Солтата». Именная стипендия
академика Академии наук Республики Саха-Якутия Афанасия Васильевича Чугунова присуждается Трофимовой Веронике, ученице 8 класса Сыланской средней школы Чурапчинского улуса с проектом «С-витаминизация травяным чаем Джикти». Давайте еще раз бурными аплодисментами поздравим наших именных стипендиатов. Давайте еще раз поздравим наших стипендиатов, пожелаем им всего самого наилучшего и, самое главное, удачи в будущем. Мы от всей души поздравляем именных стипендиатов, академиков Республики Саха-Якутия. Друзья, ну а мы начинаем церемонию награждения лауреатов 28-й Республиканской научной конференции конкурса молодых исследователей имени академика Ларионова Инникиге Харды. На сцену приглашаем председателей и экспертов подсекций: математические науки, физические науки и астрономия, информационные технологии и прикладное программное обеспечение, информационные технологии в сфере промышленности, транспорта, энергетики, умного дома, безопасности, медицины, сельского хозяйства и туризма, информационные технологии в сфере образования, культуры, социогуманитарного направления, информационные технологии в сфере креативных индустрий, сквозные цифровые технологии. Давайте поприветствуем наших председателей подсекции и секции. Это Лазарев Миргун Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского института математики Северо-Восточного университета. Козлов Владимир Ильич, кандидат физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института космофизических исследований и аэрономии имени Шафера Соран. Васильеву Наталью Васильевну, кандидата физико-математических наук, доцента кафедры информационной технологии Северо-Восточного университета. Жиркова Николая Николаевича, руководителя отдела по привлечению инвестиций Технопарк Якутия. Жожикова Анатолия Васильевича, доктора педагогических наук, руководителя Международного научно-образовательного центра Северо-Восточного университета. Ведущего специалиста Департамента развития креативной экономики акционерного общества Корпорации развития Якутия Новикову Елену Владимировну. Ситникова Сергея Ивановича, старшего преподавателя кафедры теория и методика обучения математики и информатики Северо-Восточного федерального университета. Лауреатом подсекции математические науки становится Савина Наталья, ученица 11 класса специализированного учебно-научного центра Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Тема научной работы «Минимальная развертка тетраэдра». Лауреатом подсекции физические науки и астрономия становится Парников Гаврил, ученик 10 класса Национальной политехнической средней общеобразовательной школы номер 2. Центр цифрового образования детей IT-клуб города Якутска. Тема научной работы «Расчет траектории спутника». Благодарности в адрес школы номер 2. Вот уже на протяжении всех 28 лет у нас обязательно есть участники с этой школы. Сейчас она называется политехнической школа, да, по-моему, и лицей еще, как всегда, называется. Но вот уже представляете, вот все эти годы, и довольно часто у них бывали дипломанты первой степени и лауреаты наши. Поскольку, я так понимаю, вот вторая школа, ЦУНС, ну еще несколько городских подразделений, Верхояние очень часто,
Крескаджай очень часто у нас бывают победителями за развитие физики в нашей республике. Спасибо большое. Лауреатом подсекции информационной технологии и прикладное программное обеспечение становится Гуриев Дмитрий, ученик 10 класса информационно-технического лицея номер 24 имени Варшавского, город Нерюнгри. Тема научной работы и интеллектуальная система защиты персональных данных для использования социальной сети ВКонтакте на основе нейросети. Лауреатом подсекции информационные технологии в сфере промышленности, транспорта, энергетики, умного дома, безопасности, медицины, сельского хозяйства и туризма становится Кондратьев Анатолий, ученик 11 класса Сахаполитехнического лицея города Якутск. Тема научной работы – универсальная мониторинговая платформа. Лауреатом подсекции информационные технологии в сфере образования, культуры, социогуманитарного направления, информационные технологии в сфере креативных индустрий становится Артемьев Георгий, ученик 9 класса Республиканского лицея-интерната. Дом научной коллаборации Никиты Гавриловича Соломонова. Тема научной работы – мобильное приложение Чинчик для изучения якутских языков. Лауреатом подсекции информационной технологии в сфере креативных индустрий становится Федоров Алексей, ученик 7 класса Верхоянской средней общеобразовательной школы. Тема научной работы – создание 3D-модели бизона как основа для учебного пособия по изучению палеоэкосистемы Верхояния. Лауреатом подсекции сквозные цифровые технологии становится Лыткин Марк, ученик 9 класса Якутской городской национальной гимназии. Тема научной работы – дельта-робот с видеозрением. Ну а мы попросим всех остаться на общее фотографирование. Просим всех немного стать кучнее. И на счет 3 смотрим. Ну а мы, дорогие друзья, давайте поаплодируем нашим лауреатам. Спасибо большое. На сцену приглашаются председатели подсекции химические науки и технология, технические науки, горная инженерия, энергетика, нефтегазовое дело, научно-техническая выставка. Мы приветствуем Охлопкову Айталину Алексеевну, доктора технических наук, профессора, главного научного сотрудника, руководителя учебно-научно-технологической лаборатории технологии полимерных нанокомпозитов имени доцента Сардана Афанасьевны Слепцовой Северо-Восточного федерального университета. Местникова Алексея Егоровича, доктора технических наук, профессора кафедры прикладная механика и строительные материаловедения, Северо-Восточный университет. Матвеева Андрея Иннокентьевича, доктора технических наук, главного научного сотрудника Института горного дела Севера имени Черского СОРАН. А также Васильеву Марию Ильиничну, кандидата технических наук, исполняющего обязанности заведующего отделением материаловедения старшего научного сотрудника Института физико-технических проблем СОРАН. Лауреатом подсекции химические науки и технологии становится Игнатьев Александр, ученик 11 класса Маинского лицея имени Тимофеева. С темой научной работы изучение способов очистки воды от нефтяных загрязнений.
становится Новгородов Владислав, ученик 11 класса Намской улусной гимназии имени Охлопкова. Тема научной работы «Применение местного сырья для изготовления блоков строительным 3D принтером». Лауреатом подсекции «Горная инженерия, энергетика и нефтегазовое дело» становится Антонов Павел Аястан, ученик 10 класса Республиканского лицея-интерната. Тема научной работы – исследование возможностей аккумуляторов в условиях Крайнего Севера. Лауреатом подсекции «Научно-техническая выставка» становится Осипов Евгений, ученик 10 класса информационно-технического лицея номер 24 имени Варшавского, город Нерюнгри. Тема научной работы – комплексное решение по 3D-печати 3D-ферма. Дорогие друзья, мы попросим всех остаться на общее фотографирование. Давайте еще раз аплодисментами поддержим наших лауреатов. Спасибо большое. Ну а далее на сцену приглашаются председатели подсекций география, геология, палеонтология, экология, природопользование, техносферная безопасность, североведение, геоинформационные технологии, дистанционное зондирование Земли, применение беспилотных технологий в геоматике. Мы приветствуем Николаева Петра Николаевича, кандидата педагогических наук, начальника отдела подготовки научных кадров Департамента науки и инноваций Северо-Восточного университета. Христофорова Ивана Ивановича, кандидата технических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории инженерной географии Института Мерзловития имени Мельникова «Саран». Гоголеву Прасковью Алексеевну, кандидата биологических наук, профессора эколого-географического отделения университета. Дранаева Ирину Александровну, заведующую филиалом «Детская точка кипения. Центр чтения» Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Торговкина Ярослава Ильича, кандидата географических наук, заведующего лабораторией КИС и картографирования крелитозоны Института мерзлотовения имени Мельникова «Соран». Лауреатом подсекции география становится Маматкулова Гюльней, ученица 11 класса Майнской средней общеобразовательной школы имени Ларионова. Тема научной работы – изучение и исследование свойств налидии Булус и Ирбет Мус. Лауреатом подсекции геология и палеонтология становится Бурцева Нарияна, ученица 11 класса Крисхальджайской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Охлопкова, Тампонский район. Тема научной работы – морфологические особенности черепа ископаемого бизона из местности Мамонтовая гора Тампонского района. Лауреатом подсекции «Экология, природопользование и техносферная безопасность» становится Кузьмина Светлана, ученица 8 класса физико-технического лицея имени Ларионова. Тема научной работы – систематизация экологического мониторинга качества воздуха с использованием квадрокоптера. Лауреатом подсекции североведения становится Винокурова Юлия, ученица 11 класса Жиганской средней общеобразовательной школы. Тема научной работы – особенности эвенкийских имен.
подсекции КИС «Информационные технологии», дистанционное зондирование Земли, применение беспилотных технологий в геоматике становится Николаева Сахая, ученица 11 класса Покровской Улусной многопрофильной гимназии. Тема научной работы «Геоинформационная система города Покровск». Ну а мы также попросим всех остаться на общее фотографирование. И попросим всех поддержать бурными аплодисментами наших лауреатов. Спасибо большое. Ну а далее на сцену приглашаются председатели подсекций ботанические науки, зоологические науки, общая биология, медицинские науки, спортивная наука и ЗОЖ, агро- и биотехнологии, переработка и использование сельскохозяйственного сырья, адаптивное растениеводство и земледение, адаптивное животноводство и ветеринария. На сцену приглашается Исаев Александр Петрович, доктор биологических наук, заместитель директора Института биологических проблем крильтозоны СОРАН. Исаев Аркадий Петрович, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, заведующий отделом зоологических исследований Института биологических проблем крильтозоны СОРАН. Гармаева Дарина Кышектовна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии человека Северо-Восточного федерального университета. Никифоров Никита Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методика физической культуры и безопасности жизнедеятельности университета. Степанов Константин Максимович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры пищевых технологий и индустрии питания агротехнологического факультета АГАТУ. Павлова Сахаяна Афанасьевна, доктор сельскохозяйственных наук, директор Актемского филиала АГАТУ, главный научный сотрудник лаборатории кормпроизводства и плодово-ягодных культур Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова. И Винокуров Николай Васильевич, доктор ветеринарных наук, исполняющий обязанности заведующего лабораторией оленоводства и традиционных отраслей Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова. Лауреатом подсекции ботанические науки становится Немарицына Саргаланна, ученица 10 класса Этыкельской средней школы номер 1. Тема научной работы – изучение разнообразия числа хромосомов водных сосудистых растений Такинского улуса. Лауреатом подсекции зоологические науки и общая биология становится Сидоров Антон, ученик 11 класса специализированного учебно-научного центра Северо-Восточного университета. Тема научной работы – исследование воздействия цумус серампулис на биохимические характеристики слюны. Лауреатом подсекции медицинские науки становится Соколов Иван, ученик 11 класса средней общеобразовательной школы номер 4 Мирнинского района. Тема научной работы – комплект устройств дополненной реальности для слабовидящих и слепых людей. Лауреатом подсекции спортивная наука и ЗОЖ становится Скачева Марина, обучающаяся информационно-технического лицея номер 24 имени Варшавского, город Нерингри. Тема научной работы – нейротехнологии в спорте, тренировка с использованием биологической обратной связи. Лауреатом подсекции агро- и биотехнологии, переработка и использование сельскохозяйственного сырья становится Гуляев Тихонов Марк,
обучающийся 8 класса Тулагинской средней общеобразовательной школы имени Кочнева с темой работы «Технология производства колбасных изделий на примере СПБК «Тулагинская агрошкола». Лауреатом подсекции «Адаптивное растениеводство и земледелие» становится Максимов Станислав, ученик 11 класса Кабельской средней школы имени Эверстова. Тема научной работы – морфометрические исследования при гибридизации томатов. Лауреатом подсекции «Адаптивное животноводство и ветеринария» становится Кутугутова Евдокия, ученица 11 класса Тулагинской средней общеобразовательной школы имени Кочнева. Тема научной работы – разведение бройлеров КОК-500 на базе Тулагинской агрошколы. Ну а мы попросим всех стать кучнее для общего фотографирования. Попросим ребят встать с двух сторон. Давайте еще раз поздравим всех бурными аплодисментами наших лауреатов. На сцену приглашаются председатели и эксперты подсекций, исторические науки, генеалогическое исследование, этнология и археология, наследие Кулаковского. Антонов Егор Петрович, кандидат исторических наук, заведующий отделом истории Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СОРАН. Никитина Саргалана Егоровна, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела истории Института гуманитарных исследований и проблем многочисленных народов Севера СОРАН. Дьяконов Виктор Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СОРАН. Наговицын Александр Павлович, директор музея истории города Якутска. Лауреатом подсекции исторические науки становится Сманцев Никита, ученик 10 класса информационно-технологического лицея номер 24 города Невенгрия. Тема научной работы – солдатский сленг времен Первой мировой войны как исторический источник. Лауреатом подсекции генеалогические исследования становится Горохов Владимир, ученик 9 класса Мирюнской юношеской гимназии имени Алексеева. Тема научной работы – перевозчики-патриоты России на примере моей семьи Гороховых. Лауреатом подсекции этнология и археология становится Солдатов Тимур, ученик 11 класса Республиканского лицея-интерната. Тема научной работы – этнический состав Южной Сибири в эпоху монгольских завоеваний по персидскому и китайским источникам. Лауреатом подсекции наследия Кулаковского становится Коженкина Ирина, ученица 11 класса Республиканского лицея-интерната. Тема научной работы – сравнительный анализ перевода стихотворения Цыганова «Ручей». Кулаковским Юрия. Особенности перевода. Мы попросим всех встать по центру нашего стенда.
На сцену приглашаются председатели и эксперты подсекций, экспертной комиссии, культурология, мода и дизайн, прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство, музееведение, архитектура и ландшафтный дизайн. Федотова Милана Егоровна, кандидат педагогических наук, директор специализированного учебно-научного центра университетского лицея. Григорьева Лидия Исаевна, ассистент кафедры социально-культурный сервис и туризма Северо-Восточного федерального университета. Гуляева Мария Николаевна, преподаватель детской школы искусств имени Кима, член Союза художников Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Саха и Якутия. Слепцов Георгий Геннадьевич, специалист сектора истории Якутского государственного объединенного музея и истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Лауреатом подсекции культурология становится Наговицына Алина, ученица 11 класса Лигойской средней общеобразовательной школы Усть-Алданский УЛУЗ. Тема научной работы – процесс ревитализации Олонка как культурного наследия среди подрастающего поколения. Лауреатом подсекции мода и дизайн становится Данилова Жанна, ученица 10 класса Тюбей-Жарханской средней общеобразовательной школы имени Сергея Зверева. Сунтарский район. Тема научной работы – использование конского волоса в декоративном оформлении ажурного жилета. Лауреатом подсекции прикладной дизайн и декоративно-прикладное искусство становится Андреев Аилхан, ученик 10 класса Тасагарской средней общеобразовательной школы имени Каратаева, Вилюйский УЛУЗ. Тема научной работы – якутский нож, традиции и современность. Лауреатом подсекции музееведения становится Емельянов Ян, ученик 10 класса Алагинской средней общеобразовательной школы Сунтарский УЛУЗ. Тема научной работы – создание виртуального пространства для школьного историко-краеведческого этнографического музея «Аллаган». Лауреатом подсекции архитектура и ландшафтный дизайн становится Заревняева Анжелина, ученица 11 класса Бердигистявской средней общеобразовательной школы имени Осипова, Горный УЛУЗ. Тема научной работы – Старый Бердигистяв, создание диорамы архитектурного облика села Бердигистяв в 70-х и 80-х годах. Давайте еще раз поздравим наших лауреатов. Спасибо большое. На сцену приглашаются председатели секций и подсекций экономические науки, русская филология, якутская филология, иностранные языки, сравнительно-сопоставительные изучения языков. Набережная Анна Тимофеевна, кандидат экономических наук, директор финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета. Румянцева Лена Иннокентьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русская литература XX века и теория литературы» Северо-Восточного федерального университета. Малышева Нинель Васильевна, кандидат филологических наук, директор департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета. Сидорова Людмила Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранные языки по техническим и естественным специальностям Северо-Восточного федерального университета. Лауреатом подсекции экономические науки становится Бестинова Марина, ученица 11 класса школы номер 17 городского округа город Якутск. Тема научной работы – особенности составления экономико-математических моделей при расчете эффективности использования земель. Лауреатом
подсекции «Русская филология» становится Макарова Сардана, ученица 11 класса Кемпиндяйской школы имени Иванова Сунтарский Улус. Тема научной работы «Самоцветы, минералы Кемпиндяя в поэзии Драверта». Лауреатом подсекции «Якутская филология» становится Маркова Лия, ученица 10-го. Это Кёльской средней общеобразовательной школы имени аниподиста Ивановича Сафронова. Тема научной работы Лауреатом подсекции «Иностранные языки» становится Лю Целук, ученица 9 класса Арктической школы Республики Саха-Якутия. Тема научной работы «Лексико-стилистические особенности лозунгов в Китае». Лауреатом подсекции «Сравнительно-сопоставительное изучение языков» становится Стручкова Валерия, ученица 9 класса Дипсюнской средней общеобразовательной школы имени Жиркова, Усть-Алданский УЛУС. Тема научной работы – передача культурных кодов в переводе якутских загадок на русский язык на материале загадок Аюнского. Но мы попросим всех остаться на общее фотографирование. И поддержим наших лауреатов бурными аплодисментами. На сцену приглашаются председатели подсекций, педагогика, психология, методика преподавания. Платонова Раиса Ивановна, доктор педагогических наук, профессор кафедры машиноведения Северо-Восточного федерального университета. Неустроева Евдокия Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастная и педагогическая психология Северо-Восточного федерального университета. Аргунова Нина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теория и методика обучения математики и информатики Северо-Восточного федерального университета. Лауреатом подсекции педагогика становится Тарабукина Регина, ученица 11 класса Бахсыцкой средней общеобразовательной школы имени Барашкова, Чуракчинский УЛУС. Лауреатом подсекции «Психология» становится Борисова Диана Михайловна, ученица 11 класса Национальной политехнической средней общеобразовательной школы номер 2. Тема научной работы – изучение влияния доминирования полушарий головного мозга на профессиональные склонности обучающихся 9 классов Мирюнской средней общеобразовательной школы номер 2 и школы номер 2 города Якутска. Лауреатом подсекции «Методика преподавания» становится Кириллина Илона, ученица 11 класса Пятигостявской средней общеобразовательной школы имени Данилова, Горный Улус. Тема научной работы – повышение акцентологической культуры речи обучающихся на примере использования дидактической игры акцентологическое лото на уроках русского языка. Общее фотографирование лауреатов. Давайте еще раз поддержим всех лауреатов, всех участников конференции Иннигиге Харды.
слово для поздравления и подведения итогов командного зачета среди муниципальных образований и учреждений дополнительного образования предоставляется Чиросову Михаилу Михайловичу, доктору биологических наук, исполняющему обязанности директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства ФИЦ Янце Соран, председателю Головного координационного совета программы «Шаг в будущее» в Республике Саха-Якутия. Михаил Михайлович, пожалуйста. Уважаемые участники, у нас уже близок это завершение. У нас ежегодно, ну, вот уже как называется, неофициальный командный зачет. Тут есть несколько номинаций. Все считается по всему спектру участников. Конечно, те школы, которые вузы, которые имеют большое число, им всегда тяжело конкурировать, поэтому в муниципальных уровнях мы разделили на некие крупные, средние, малые делегации. И, соответственно, давайте итоги. Приступаем к церемонии награждения командного зачета в рамках республиканской конференции Инникиге Харды. Среди точек роста. 3-е место. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Булганистакская средняя общеобразовательная школа имени Ефремова, муниципальный район Тангаласский Улус. Точки роста — это новая номинация, это явление, они должны двигаться, тут им дают кое-какие вещи, интересные поздравления. И точки роста — это во многом отдаленные такие школы, надо, чтобы они развивались. Ура, точкам роста! Второе место. Муниципальное автономное образовательное учреждение Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени Кочнева, город Якутск. Тулагинская школа одна из немногих, которая активно у нас участвует и в агрошкола и так далее. Поздравляем, и точка роста наша. Давайте поздравим бурными аплодисментами. Так, и кто же у нас самый первый среди точек роста? И первое место у нас награждается муниципальное бюджетное образовательное учреждение Мугудайская средняя общеобразовательная школа имени Красильникова, муниципальный район Чурапчинский Улус. А школа имени Красильникова, космофизика. Даешь очередного ленинского лауреата. Ленинский лауреат, да. Среди дополнительного образования за 3-е место награждается Центр дополнительного образования Мирнинского района. Алроса очень сильно помогает Мирнинскому району, и она фактически создала этот центр. Ура, Алроса! Ну а мы попросим всех победителей остаться на сцене для общего фотографирования. За 2-е место награждается Дом научной коллаборации Никиты Соломонова Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. У них самое большое количество участников, и им сложнее конкурировать, в том числе с 3-м и со 2-м местом, 1-м местом. И за 1-е место награждается Центр развития творчества детей и юношества, город Нерюнгри. Нерюнгри, ИТЛ-14, я думаю, это все связанные вещи. Поздравляю. А, 24, извиняюсь. Общее фотографирование. Спасибо. За
информационно-технологический лицей номер 24 города Нерюнгри. Если, кажется, кто-то обгоняет, так, и кто же первый? И за первое место среди школ повышенного уровня награждается Политехнический лицей Мирнинского района. Давайте еще раз поаплодируем победителям среди школ повышенного уровня в командном зачете. Спасибо. Но я очень рад, что некоторые школы повышенного уровня в этом году очень благородно уступили для других. Это тоже хорошо. Ну а мы приступаем к награждениям к малым делегациям. За второе место награждается Абыйский улус. Абыйские после какого-то перерыва, мне кажется, стали призерами. Но вообще у них главное было подать документы. Это тоже важно. Отчетность. Не, на самом деле они всегда были активны. И за первое место в командном зачете среди малых делегаций награждается Ленский район. Ленский район решил скипеть. Они большие, по идее, но решили пойти по маленькому. Общее фотографирование. Поаплодируем победителям в командном зачете среди малых делегаций. Среди средних самые большие индексы и коэффициенты. Ну а мы приступаем к награждению в командном зачете среди средних делегаций. За третье место награждается Жиганский национальный эвентийский район. Они впервые стали средними и как-то молодцы. Третье. За второе место среди средних делегаций награждается Верхоянский район. Верхоянские очень часто были лидерами, стали средними, часто были маленькими, а теперь мы... И за первое место в командном зачете среди средних делегаций награждается Мирнинский район. Мирный хочет быть всегда только первым. Это я знаю. Давайте еще раз бурными аплодисментами поздравим победителей в командном зачете среди средних делегаций. Спасибо. Ну а мы приступаем к награждению в командном зачете среди крупных делегаций. За третье место награждается Нерингринский район. Они перешли в средние и средние, крупные, а это уже тяжеловато. За второе место среди командном зачете крупной делегации награждается Усть-Алданский район. Мне кажется, это какой-то был перерыв, и теперь они вернулись на лидерстве, там было очень почетно. И кто же первый? За первое место в командном зачете среди крупных делегаций награждается Чурапчинский улус. Чурапчинский улус второй год подряд. Они говорят, если 3 года подряд будет небольшой кубок. Подумаем. Это же показательно. Молодцы. Аплодисменты всем победителям и призерам в командном зачете среди крупных делегаций.
поздравляем всех лауреатов и дипломантов 28-й республиканской конференции Инники Геохарды. Пусть победа на конференции станет точкой опоры для ваших дальнейших успехов.